Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. За капитальным ремонтом многоквартирных домов теперь будет следить специальная комиссия или общественный совет. Она состоит из обычных людей, которые проживают в разных районах Владикавказа. Сегодня улицу братьев Темировых украсили саженцами ели, однако сотрудники ГИБДД выражают недовольство по поводу высадки хвойных в этом районе. С чем это связано, выясняла Залина Губурова. Во Владикавказском колледже искусств имени Гергиева проходят отборочные туры 15-го международного конкурса имени Чайковского. Воспитанники северостинских музыкальных школ выступили в двух номинациях – фортепиано и вокал. Эти и другие темы далее подробно. За капитальным ремонтом многоквартирных домов теперь будет следить специальная комиссия или иначе общественный совет. Она состоит из обычных людей, которые проживают в разных районах Владикавказа. Сегодня в Министерстве строительства, энергетики и ЖКХ Северной Осетии прошло заседание. Собственники жилья определили план работы на предстоящий год. За это время необходимо привести в порядок 29 многоквартирных домов по всей республике. Это утепление стен, ремонт крыши, укрепление фундамента или замена коммуникаций. К этому уже приступили в Дигаре и Беслане. Деньги на программу по капитальному ремонту многоквартирных домов будут поступать как из федерального, так и республиканского бюджетов. Свой вклад вносят и органы местного самоуправления. Однако этих денег недостаточно, поэтому с октября прошлого года все жители многоквартирных домов должны сделать ежемесячный взнос. Платить нужно в единый расчетно-кассовый центр по тарифу 6 рублей 50 копеек за 1 квадратный метр. Средств должно хватить на 25 лет. Именно на этот срок рассчитана программа по капремонту многоквартирных домов по всей республике. В 2013 году было принято решение в правительстве и в Думе, чтобы создать общественные фонды и перенацелить направленно совершенно капитальные вложения жильцов на ремонт многоквартирных домов. И эти деньги концентрируются на отдельном счету, и мы будем надеяться и будем стремиться к тому, чтобы эти деньги были целенаправленно израсходованы на ремонт зданий, сооружений именно многоквартирных домов. Во Владикавказе зеленые акции становятся уже доброй традицией. Сегодня улицу братьев Темировых украсили 236 саженцев ели. На призыв администрации города отозвались представители самых разных организаций и ведомств – курсанты и студенты, активисты молодежных общественных движений. Северо-Осетинское республиканское отделение Всероссийского общества охраны природы с удовольствием поддержало инициативу администрации города и приняло участие в этой замечательной акции «Посади свое дерево». Сегодня мы вывели членов молодежного сектора общества, которые осуществляют посадку деревьев. Наше общество на этом не собирается останавливаться и будет проводить посадку не только в городе, но и во всех районах республики. Будет в этом году высажено более 1000 саженцев. Однако сотрудники ГИБДД выражают недовольство по поводу высадки елей в этом районе. Полицейские говорят, что через несколько лет, когда деревья разрастутся, они помешают водителям. Ветки будут загораживать дорожные знаки. Эти елочки в ближайшее время, год, два, три, они будут разрастаться, будут нарушаться условия видимости. Водители не будут видеть пешеходов, которые будут переходить улицу. Во-первых. Во-вторых, самим водителям будет затруднено движение, так как ветки елей выйдут на проезжую часть, и проезжая часть тоже как бы будет сужаться. Это одно. Далее еще вот непосредственно на примыкании к проспекту Коста, вот где круг, там тоже знаки, разметка, вот это все то, что сейчас в настоящее время существует. Через какой-то определенный период времени, когда эти елки вырастут, этих знаков тоже не будет видно. Тем не менее, вопреки предупреждениям госавтоинспекции, елки по улице братьев Темировых все же высадили. В северо-осетинской столице за 5 лет появилось около 6500 кустарников хвойных пород. Постепенно Владикавказ становится самым зеленым, а значит и здоровым городом юга России. Залина Губурова, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Весна, солнечный день, пикник. По легенде учений, ребята отдыхают за городом, когда рядом вдруг происходит взрыв. Десятки раненых, всем срочно нужна помощь. Задача будущих медиков – оказать ее до приезда скорой, остановить кровотечение, перевязать раны, перенести раненых в безопасное место. Свои навыки демонстрировали 6 команд. Им помогали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, которые не первый раз участвуют в подобных мероприятиях. В ведомстве работает медико-психологическая служба. Ее современная
современное оборудование позволяет проводить хирургические операции, что называется, в походных условиях. Медицинскую помощь мы можем оказать, имея на вооружении современное оборудование, также медицинский модуль, укомплектованным реанимационным оборудованием, и имея в наличии медиков, которые могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. Внутривузовская олимпиада проводится в медицинской академии впервые. Всего в ней приняли участие 54 студента педиатрического и лечебного факультетов. В каждой команде по 9 старшекурсников, хотя желающих показать свое мастерство было куда больше. Тем, кто не попал в сборную, отвели роль пострадавших. С имитацией открытого перелома голени и травмы локтя ребята справились на отлично. Это нужно в первую очередь нашим детям, чтобы они были готовы к любой ситуации, чтобы они могли оказывать помощь тем, кто нуждается в ней. Полученными знаниями и практическими умениями без 5 минут врачи будут делиться со студентами из других вузов и даже школьниками. Конечно же, с привлечением сотрудников МЧС, чтобы из спасателей любой из ребят мог стать спасителем. Яна Гайгиева, Ирина Санакоева, Мурат Гадиев, Осетия ТВ. Уголовно-исполнительной системе России сегодня исполнилось 136 лет. Профессиональный праздник отметили и работники Северо-Остинского управления службы исполнения наказаний. Торжественное мероприятие прошло в Русском театре. Сотрудников ведомства поздравили коллеги, представители службы судебных приставов, Министерства юстиции, городской администрации. Современная уголовно-исполнительная система активно реформируется. Ее главная цель – обеспечение прав и свобод граждан. Сотрудники ведомства повышают эффективность своей работы и сокращают количество рецидивов. Оценка высокая дана руководством ФСИН России, нашему управлению. В 2014 году у нас была инспекторская проверка. Довольно-таки обширный состав был проверяющих. В основном это сотрудники федеральной службы, различных управлений, начиная от оперативного управления, кончая производственно-хозяйственных служб. В целом оценка была, еще раз повторюсь, дана высокое руководством управления. Сдала свои нормы на удовлетворительные. Все отметили, в многолетней истории ведомства были как счастливые, так и трагические моменты. 4 сотрудников служба потеряла в 98-м. Молодые спецназовцы защищали административную границу от боевиков. В неравном бою все они погибли, орденами мужества их наградили посмертно. Память военнослужащих почтили минутой молчания. Родители ребят здесь почетные гости. Они поблагодарили коллег своих сыновей за поддержку и поздравили с профессиональным праздником. Завершилось торжество красочным концертом. Яна Гайгиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Роботы, навигаторы, андроиды, конструкторы. Предстоящие соревнования по робототехнике обсудили на совещании в бизнес-инкубаторе. Открытое первенство Северо-Кавказского федерального округа среди детей инициировано Министерством образования и науки республики. Проведение мероприятия по робототехнике запланировано на конец апреля. По словам замдиректора Республиканского центра детского технического творчества, такие конкурсы проводятся ежегодно. Самые талантливые юные разработчики выезжают за границу. Организаторы встречи отметили, что дети с особым интересом учатся и узнают что-то новое, а их открытия будут востребованы на всех технических производствах. Робототехника – это наука будущего, и с каждым годом она развивается все больше. В рамках первенства будут состязания роботов по 8 видам, будут мастер-классы, образовательные программы и презентации производителей робототехнических конструкторов со всей российские и зарубежные тоже. На самом деле робототехника бывает очень разная, но вот на этом первенстве у нас в основном будет спортивная и на базе конструкторов Lego, это датская компания. 36 одаренных детей, воспитанников североосетинских музыкальных школ и школ искусств выступили в 2 номинациях – фортепиано и вокал. Во Владикавказском колледже искусств имени Гергиева проходят отборочные туры 15-го международного конкурса имени Чайковского. Оценивало выступление участников взыскательное жюри. По словам одного из корифеев музыки Ларисы Гергиевой, маленьким артистам нужно как можно больше выступать. Конечно, это приобщение к музыке Чайковского. И вообще я за то, чтобы у нас в Осетии как можно больше таких конкурсов для малышей проводилось, потому что дети очень талантливые. Каждый выходит и заставляет себя слушать с такой отдачей, с таким артистизмом. Очень музыкально, красиво играют. И просто хочется сказать очень добрые слова по адресу их педагогов.
Чтобы стать профессионалом, нужно очень много трудиться. Георгий Золоев занимается музыкой уже 5-й год. Ежедневно он проводит за фортепиано не меньше 2 часов. К участию в конкурсе юный пианист подошел со всей ответственностью, разучил произведения Эдварда Грига и Чайковского. Я люблю сочинять. Я хочу стать композитором. Хочу классическую музыку сочинить какую-нибудь. Конкурс проходит в несколько этапов – школьный, региональный и федеральный. Наградой для победителей смотров станет поездка в Москву. В конце июня лучшие из лучших отправятся на 3-й тур международного конкурса имени Чайковского. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах на базе Московской госконсерватории. Елена Гаглоева, Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ.